И сейчас вновь о главном политическом, экономическом и культурном событии последних дней. Конвент монголов мира, стартовавший сегодня, затрагивает все направления. О встрече президента Монголии, о пленарном заседании и других мероприятиях конвента в обзоре наших корреспондентов. В Бурятию не каждый день прибывают президенты, к визиту Цахиагин Элбекдоржа приготовились основательно. На железнодорожном вокзале Улан-Удэ с самого утра дежурит несколько десятков сотрудников милиции. А ближе к прибытию самого поезда вокзал как будто бы подменили. На перроне можно увидеть только сотрудников правоохранительных органов. Но не только бурятская милиция следила за спокойствием. Из Москвы прибыли сотрудники Федеральной службы охраны. Временной резиденцией президента Монголии в Улан-Удэ стала гостиница «Байкал Плаза», где для него приготовили лучшие апартаменты. Слово «конвент» в переводе с латинского означает «собрание». 4-е собрание монголов мира открылось сегодня в Улан-Удэ в здании правительства Бурятии. Почетный президент конвента, действующий президент Монголии Цахиагин Элбекдорж в своем выступлении выразил благодарность руководству Российской Федерации и Республики Бурятия за организацию этого собрания. Глава монгольского государства отметил, что в условиях глобализации, когда намечаются тенденции к исчезновению национальных особенностей народов, могут возникать скрытые и явные конфликты. В эти непростые времена умение монгольских народностей развивать экономику, культуру, язык, человеческие отношения будут играть важнейшую роль в сохранении национального самосознания. Президент Бурятии отметил работу конвента по сохранению национальных традиций, культуры монголоязычных народов. Хочется с гордостью отметить, что бурятский народ вносит большой вклад в дело развития науки, культуры, образования, других сфер жизни монголоязычных этносов. Убежден, такое событие придаст новый импульс отношениям Бурятии с Монголией. Председатель Народного хурала Бурятии отметил не политический, гуманитарный характер работы конвента. Конвент преследует сугубо культурные и гуманитарные цели по всестороннему сотрудничеству и содействию в укреплении и развитии языка, письменности, культуры, традиций и обычаев монгольских народов. Для решения сложнейших проблем, с которыми сталкиваются сегодня монгольские языки и культура. Главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Шилин зачитал приветственное слово полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина. А депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Матханов приветствие конвенту председателя Нижней палаты российского парламента Бориса Грызлова. Президент конвента, чрезвычайный полномочный посол Монголии в России Циринпил Гамбасурен в своем докладе проанализировал 4-летнюю работу конвента и определил задачи на будущее. В рамках конвента обсудили и вопросы приграничного сотрудничества. Для этого 4-ю генеральную сессию посетила делегация Российского агентства госграниц. Руководитель агентства Дмитрий Безделов провел совещание по вопросам развития сотрудничества на российско-монгольском участке государственных границ. Одной из главных тем стало развитие воздушного пункта пропуска в аэропорту Улан-Удэ. Предполагается, что деньги в международные воздушные врата Бурятии начнут вкладывать в 2012 году. Наша республика во все времена была ярким примером дружественных, добрососедских отношений России с Монголией. Уверен, что развитие пунктов пропуска будет способствовать дальнейшему развитию экономики, созданию привлекательных условий для инвестиций в наших стран. Культурная программа монгольских гостей началась сегодня утром с посещения Музея истории Бурятии. Президент Монголии Элбекдорж в сопровождении главы республики Вячеслава Наговицына осмотрели выставки музея. Тухай музей на конвент монголов мира на выставка. Гостям продемонстрировали археологические артефакты кочевников Забайкалья от гунской эпохи до 19 века, по крупицам собранные музеем. Большой интерес у посетителей вызвала выставка «Серебряные небеса» и большая экспозиция, посвященная победе в Великой Отечественной войне.
Задержались гости и у экспозиции, посвященной буддийскому искусству, где им показали атлас тибетской медицины. В завершении, по доброй музейной традиции, Элбек-Дорж оставил памятную запись в книге отзывов музея. Подарок музею. В первой половине дня гостей также ждал художественный музей имени Сампилова. Здесь подготовили выставку «Изобразительное искусство Бурятии. Традиции и современность». Работы этнографическо-фольклорного направления. Тудупов, Дадуев, Мырдыгеев, Сампилов, президентом Монголии и Бурятии и сопровождающим их лицам представили работы лучших художников республики от начала 20 века до наших дней. Турнир борцов Тейлган, Буханайон, работы из конского волоса, скульптура, каменная мозаика Мандагаева, предметы быта и интерьера, костюмы. Организаторы постарались. Выставка получилась емкой и дающей представление об истории бурятского народа, его прошлом, настоящем и, как уверены посетители, будущем. Это просто знак того, что монголоязычные народы уважают свою культуру, свой язык, свои обычаи. Это говорит, что у нас, у монголоязычных людей, монголов, свое будущее, хорошее будущее нас ждет.